Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех нас с праздником, с воскресным днем. Сегодня мы с вами вспоминаем и прославляем всех святых, которые просияли в Церкви Христовой с момента ее основания. Не случайно этот день выпадает на следующую неделю после праздника Пятидесятницы, после того дня, когда Церковь была основана, когда Церковь была рождена, и сразу через неделю мы празднуем всех святых, как бы вспоминая о том, что сколько в Церкви просияло звезд, сколько на небесах сегодня за нас молится святых угодников Божьих, и без Церкви Небесной Церковь земная совершенно немыслима. Не могли бы мы существовать и молиться, может быть, не стояли бы сегодня в этом храме, если бы за нас непрестанно не молились наши святые на небесах. И мы с вами знаем, что обычно, когда устанавливается храм, то всегда иконы святых, они окружают нас повсюду в храме. Не только образ Спасителя, не только образ Божьей Матери, но, как правило, на стенах находятся всегда иконы святых, напоминая о том, что молитва за нас на небесах идет непрестанно. А еще в некоторых храмах святые изображаются на столбах, которые в основании этого храма находятся, напоминая о том, что наша жизнь, наша Церковь земная, она и стоит на молитве святых, она живет молитвой святых. И все те гонения, которые выпадали на Церковь Христову, были бы нам совершенно не по силам. И сегодня эти гонения так или иначе есть, если бы молитва за нас на небесах не свершалась. Сегодня Святая Церковь призывает и нас с вами самих стремиться к святости, стать ближе к источнику света, ко Христу, побороть свои собственные страсти и взять на себя иго Христова, которое есть благо, уподобиться Христу в Его кротости, в Его смирении. Удивительно, но все это Господь отдал в руки человека. И только от нашего желания зависит, стремиться ли к святости, или же идти каким-то другим путем. И каждый из нас, конечно, призван задуматься о том, к чему мы стремимся, какова цель нашей жизни, на что мы употребляем большую часть своего свободного времени, своего рабочего даже времени, на что тратится драгоценное время нашей жизни. Святость — это, конечно же, не цель жизни, это некий побочный эффект. Цель жизни — это стремление ко Христу, это встреча с Богом. И верующий человек призван жаждать этой встречи, призван молиться об этой встрече, призван стремиться к тому, чтобы исправлять свою жизнь, стремиться к избавлению от греха, который удаляет нас от Бога. И, конечно же, вот эта главная цель каждого христианина должна быть, но святые не стремились к святости, потому что они не стремились делать какие-то чудеса, им не нужно было ходить сквозь стены, не знаю, исцелять больных, и так далее. Они делали это, уходили в пустыне, страдали за Христа, были юродивыми ради Христа, управляли государством с именем Христа на устах и так далее, уходили в монастыри, залезали на столбы и проводили там всю свою жизнь, уходили в пещеры только для того, чтобы встретиться с Богом, только для того, чтобы победить самих себя. И это не есть некий эгоизм, потому что многие из этих святых, они, когда получали дары Духа Святаго, когда получали от Бога благодать, они затем снова возвращались в мир. Как мы помним с вами, например, преподобный Сергий Радонежский, который активно участвовал в жизни своей страны, своего государства, помогал митрополиту, но при этом всегда находился на некотором отдалении, даже на какой-то высоте, потому что когда человек обретает святость, он не замыкает ее внутри себя, но стремится отдавать ее другим, служить теми дарами Духа Святаго, которые нам даны, служить Богу и служить, конечно же, Церкви Христовой. Но кто-то из нас с вами скажет сегодня, что святости мы с вами недостойны, скажет о том, что Господи, подай святости, но не сегодня, может быть, а завтра. Сегодня мне надо решить какие-то свои житейские дела. Но все это лукавство,
потому что наши с вами святые, они являют совершенно обратную картину. Они были из того же теста, что и мы с вами. Они были обычными совершенно людьми, причем жили в самых разных жизненных условиях. Кто-то из них был женат, а кто-то был монахом. Кто-то из них управлял государством, а кого-то вообще никто не знал. Вот, вышел из какой-то деревни, из необразованной семьи. Это были самые разные люди, точно такие же, как мы с вами. Они были простые, и их окружали тоже очень тяжелые жизненные обстоятельства. Мы очень любим все скидывать на то, что в жизни так сложилось, на то, что я не могу идти за Христом, потому что у меня такая работа, потому что меня окружают вот такие вот близкие неверующие, потому что я боюсь потерять доверие своих друзей неверующих и так далее. Но наших с вами святых окружали точно такие же условия, а подчас еще более страшные во времена гонений, когда называться христианином-то было страшно. Не то, что в храм ходить, а просто на улице засвидетельствовать, что ты христианин, и тут же идти на смерть. И вот они жили в этом, и они умудрялись каким-то образом не оставлять Христа, держались за Него до последнего, держали Его в своем сердце, жили для Него, служили Ему. Поэтому наши с вами отговорки, они здесь не действуют. Вот, мы видим пример жизни святых угодников Божьих и понимаем, что и мы в своей жизни можем и должны и призваны стремиться к свету, призваны к исправлению своей жизни. И если мы этого не делаем, то это только наша личная леность. Это только от того, что наше желание направлено на утоление каких-то своих низменных потребностей, на утоление каких-то вот таких вот материальных совершенно благ, которые мы постоянно желаем. Православный верующий человек призван помышлять о небесном, призван помнить, что наше Отечество, оно на небесах. И там за меня, грешного, непрестанно возносят свои молитвы святые угодники Божии. Не должен ли и я встать из грязи и, наконец-то, пойти ко Христу, протянуть свои руки к небесам и совершить вот это дело своего спасения? Самое важное дело, которое только есть передо мной. Не должен ли я к этому стремиться? Конечно же должен, конечно же призван. Поэтому постараемся, дорогие братья и сестры, оставить вот это временное, земное, по крайней мере поставить его на свое место. Оно не должно быть главной целью нашей жизни. Заработать денег, оплатить чего-то, закрыть кредиты и так далее. Все это занимает уйму нашего времени. Но самое-то главное – это наша душа. Самое главное – это встретились ли мы с вами с Богом. Потому что если мы свидетельствуем о Нем только в храме, а выходя за ворота храма забываем о Нем, перестаем стремиться к святости, в храме-то вроде бы стремимся и горе имеем сердца, но выходя из храма мы помним о Боге, мы помним о своем святом, который за меня на небесах молится. Вот эти вопросы важно себе, конечно же, задавать христианину. И сегодня, братья и сестры, поздравляю всех нас с именинами, потому что сегодня так вот именины выпадают у всех, потому что всех мы вспоминаем, всех святых мы прославляем, и мы призваны учиться у своих святых, каждый, у кого есть, мы призваны учиться у них. Вот, изучать житие своего святого, во-первых, знать его, молиться ему, и не прожить, может быть, такую жизнь, какую прожил мой святой, угодник Божий. Вот, мне до святого благоверного князя Александра Невского, конечно, очень и очень далеко. Вот, но все-таки, читая его житие, я стараюсь вот ту ревность по Богу, которую он имел, то смирение, которое он имел при своем величии, я стараюсь и в своей жизни также реализовывать, стараюсь этого искать. Стараюсь ту жажду по Богу, которую имели святые, ее в себе возгревать, чтобы моя жизнь не была праздной. Христианин призван не проживать эту жизнь праздно, но каждый день своей жизни стремиться к Богу. Вставать с утра с этой мыслью, перекрестившись: Господи, приведи меня к Тебе. Дай мне возможность идти Твоими путями.
дай мне возможность следовать Твоей воле, дай мне возможность найти Тебя в этом дне и совершить добрые дела во славу Твою. Дивен Бог во святых Своих, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь.